the Russian Orthodox mission in Alaska and the preservation of native Alaskan languages. Миссия Русской Православной Церкви на Аляске и сохранение коренных языков Аляски. Alaska was part of Russia for just over a single century at the most, from the time of the first recorded contacts of Russians with native Alaskans on the Aleutian Islands until the sale of Alaska to Petersburg by Petersburg to Washington, D.C. in the year 1867. Аляска являлась частью России порядка более 100 лет. С момента первого упоминания контактов россиян с коренными народами Аляски, проживающими на Алеутских островах, вплоть до момента продажи Аляски Петербургом, в результате чего Вашингтон, Д.С. получил эту территорию в 1867 году. The first Russian Orthodox mission arrived at Kodiak Island in the year 1794, which was 73 years before the transfer of Alaska to the United States, and the mission's geographical scope was limited in the vast territory. Первая российская ортодоксальная миссия прибыла на остров Кодиак в 1794 году. Это за 73 года до того, как Аляска была передана официально США. И географический охват миссии был ограничен достаточно узким территориальным ракурсом. Yet the legacy of Russian Orthodoxy in Alaska among some native Alaskan nations is remarkable, not only because of the preservation of this faith by the native Alaskans themselves, but furthermore, because of its propagation from native Alaskan nation to native Alaskan nation, even after the selling of Alaska. Однако наследие Русской ортодоксальной церкви в Аляске среди местного населения Аляски и наций, представленных на этом острове, поражает воображение. Не только потому, что сохранение веры среди коренных народов Аляски имеет место быть, но и также и в силу того, что произошло некое освобождение коренных народов Аляски от основной части аляскинского населения, даже после того, как Аляска была продана. The Orthodox faith and indeed the translations of Orthodox scripture into some of their languages have strengthened these people to withstand the vicissitudes of history. Ортодоксальная вера, к тому же еще и переводы ортодоксальных текстов сделали представителей народностей, проживающих на территории Аляски и, соответственно, владеющие своими коренными языками, только сильнее в противостоянии против тягост судьбы. 20 native Alaskan languages are recognized in the state of Alaska today. All of them are classed more or less as endangered languages today. В штате Аляска представлены более 20 национальных языков Аляски. И все эти языки более или менее признаны, все эти языки в той или иной мере признаны вымирающими языками. There are approximately 120,000 Alaskan natives in the state of Alaska today, according to Andrew Abona, who will be quoted later in this presentation of mine. Согласно данным Эндрю Эбона, которого мы упомянем еще позднее в нашей лекции, на территории Аляски сейчас проживает около 120 тысяч коренных жителей. Translations continued more or less into various native Alaskan languages through the 19th century and in the 20th century by linguistically talented clergymen and laymen. Многие лингвистически одаренные представители и служители церкви переводили и до сих пор переводят тексты священного писания на коренные языки Аляски. Они начали выполнять эти переводы
с 19 века и продолжали это делать на протяжении 20 века. The most prolific one among them, and the best known among them, is Saint Innocenti Veniaminov, who was active in Alaska from the year 1824, and then Kamchatka also until the year 1853, when he came here to serve in Yakutia. Наиболее известным переводом среди всех них является перевод святого Иннокентия Вениаминова, который вел свою активную деятельность в Аляске в 1824 году, а затем на территории Камчатки вплоть до 1853 года. А затем он приехал, чтобы служить в церкви в Якутии. To honor the 220th anniversary of his birth, the National Library of the Sakha Republic Yakutia published a book containing articles about him by various authors internationally, published in December 2018. В честь 220-летнего юбилея со дня рождения святого Иннокентия Национальная библиотека Республики Саха-Якутия опубликовала сборник статей, посвященных этому священнослужителю. И опубликована эта книга была в декабре 2018 года. Titled Saint Innocenti Veniaminov, Enlightener of the People of Alaska and Yakutia, the book includes articles by contemporary native Alaskans. Книга вышла под названием «Святой Иннокентий Вениаминов. Просветитель народов Аляски и Якутии» и включает в себя статьи, написанные коренными аляскинцами. Here I will bring a few excerpts forward from the book to indicate how the Russian Orthodox mission in Alaska and the preservation of native Alaskan languages relates to the theme of this conference, Indigenous Languages as a Factor in the Sustainable Development of the Arctic. Далее я буду приводить некоторые отрывки из этой книги, чтобы показать, как, собственно, русская миссия, миссионерская миссия в Аляске и сохранение коренных народов, коренных языков Аляски происходило, имело место быть, и как это соотносится с темой конференции «Языки коренных народов как фактор устойчивого развития Арктики». The key factor is sustainable development. It includes the people, of course, or it ought to. Ключевым фактором, конечно же, является устойчивое развитие. И, конечно же, это предполагает участие людей, хотя, по крайней мере, должно это предполагать. I will let the native Alaskan authors speak for themselves, as I will quote from their chapters in the book published by the National Library of the Sakha Republic Yakutia. Я буду приводить цитаты из публикаций этих коренных народов Аляски и тем самым и буду подтверждать их мысли, написанные и изданные в сборнике статей, которые представлены Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия. We will begin with Anastasia Dushkin, an Aleut from Atka Island in the Aleutian Archipelago. Начнем мы с цитирования Анастасии Душкин, алеутки, которая у нас происходит из острова Атка, что находится на Алеутском архипелаге. Director of Cultural Affairs for the Tribal Government, the native village of Atka. Анастасия Душкин является директором по вопросам культуры племенного правительства города Атка. Former mayor of the city of Atka. Она также занимала пост мэра Атки. Local coordinator of the Regional Language Revitalization Project in the Atka School and Community. Она также была местным координатором проекта по возрождению региональных языков в школе и общине города Атка. Principal organizer of the summer culture camp on Atka Island for youth. Она является основным организатором летнего культурного молодежного лагеря. Leader of the Unangak dance group Atka Dancers. Руководителем танцевальной группы Унангах под названием «Танцоры Атки».
She holds a BA in anthropology from the University of Alaska, Anchorage. Она имеет степень бакалавра, полученную в университете Аляски, Анкоридж. She is a reader, psalmchik, of the Orthodox Church of St. Nicholas, Atka. Она также является псаломщиком православной церкви Святого Николая в городе Атка. The title of her chapter in the book is Witnessing God's Love for the Aleut People Through the Missionary Work of St. Innocent of Alaska. И она представила статью под заглавием «Свидетельство божественной любви к алеутам в миссионерской работе святого Иннокентия Аляскинского». Anastasia Dushkin says, and I quote, Далее идет цитата из статьи Анастасии Душкин. Saint Innocent lived in our region for only 10 years, but in that amount of time, he was able to accomplish what many of us could not accomplish in an entire lifetime. Она пишет, что святой Иннокентий прожил в нашем регионе всего лишь 10 лет, но за этот короткий период ему удалось осуществить то, что многие из нас не смогли бы осуществить за всю нашу жизнь. End quote. Конец цитаты. She continues by mentioning some of Saint Innocenti's many achievements on the Aleutian Islands, including his work in the Aleut language. Далее она упоминает лишь некоторые из величайших достижений святого Иннокентия, которые были осуществлены на Алеутских островах, включая работу, написанную на алеутском языке. Anastasia Dushkin says, and I quote, Анастасия Душкин пишет, и мы далее процитируем. In order to preach to the people in their own language, he very quickly learned the Aleut language and developed an alphabet to translate the Gospels and other church texts into our language. He also wrote and published books of his own, including Indication of the Way into the Kingdom of Heaven and Notes on the Islands of the Unalaska District, as well as a catechism and school books for children. He started a school for the children and he taught the adults as well, so that many were literate in our own language. Для того, чтобы вести проповеди людям на их родном языке, он очень быстро освоил алеутский язык и разработал алфавит для перевода Евангелий и других церковных текстов, священных писаний на наш язык. Он также написал и издал книги под названием «Указание пути в Царствие Небесное» и записки об островах Уналашкинского отдела, наряду с катехизмами и школьными учебниками для детей. Anastasia Dushkin concludes, and I quote, Анастасия Душкин заключает, и я процитирую: My people honor and revere Saint Innocent for the many pioneering efforts he undertook while living among us, and perhaps most of all, for the love he displayed for our people. Он основал школу для детей и также обучал взрослых, чтобы многие люди могли быть грамотными на нашем языке. Мои люди ценят и боготворят святого Иннокентия за многие прорывные достижения и усилия, которые он приложил, пока он здесь жил, на этой территории, среди нас. И, пожалуй, самое большое его достижение – это любовь, проявленная к нашим людям. We owe him thanks most of all for doing so much to solidify the Orthodox Christian faith in our people. We would still have as much love for him as we do now, even if this were the extent of what he did for our people. But the fact is, he did much, much more. Мы выражаем ему огромнейшую благодарность за все то, что он для нас сделал, да, укрепление ортодоксальной веры, христианской веры в наших людях, среди наших людей. И мы, конечно же, выражаем всю нашу всеобъемлющую любовь по отношению к нему, и всегда будем это делать за то, что за все его достижения, за все его усилия, которые он приложил,
и за гораздо большее, что Он для нас сделал. In learning our language to preach to the Aleut people in their own tongue, he followed the example of the holy apostles at Pentecost. In creating a writing system for our language, he was carrying on the work of Saints Cyril and Methodius, the teachers of the Slavs. В изучении нашего языка для того, чтобы проповедовать алеутскому народу на их родном языке, он последовал примеру святых апостолов в день Пятидесятницы. В создании системы письменности для нашего языка он продолжил традиции, заложенные святым Кириллом и Мефодием, учителей славянской письменности. Anastasia Dushkin then addresses her readers in Russia as follows, and I quote, Далее Анастасия Душкин обращается к своим читателям в России, и я процитирую далее. Although the Aleut people are on the opposite side of the globe, we are connected to you through Saint Innocent and the other saints who have come to us from Russia, and through Russia we are connected to the other Orthodox people, continuing back to the apostles and Christ himself. Несмотря на то, что алеутский народ находится на противоположном конце земного шара, мы связаны с вами через святого Иннокентия и других святых, которые пришли к нам из России, и через Россию мы связаны с другими представителями ортодоксальной веры, продолжая эту христианскую традицию, восходящую от апостолов и Иисуса Христа самого. Our Saint Innocent and all our Alaskan saints sent to us by God from Russia are human evidence of God's love for the Aleut people. Святой Иннокентий и все святые, представленные на территории Аляски, были посланы нами Богом из России и являются человеческим свидетельством божественной любви по отношению к алеутскому народу. End quote. Конец цитаты. The long-lasting effects are expressed in the same book by an elder Aleut, now deceased, highly respected, whose name is Alice Alexandra Petrovelli, née Alexandra Snigorov. Далее мы процитируем одного из старейших представителей алеутского народа, ныне покойную Алису или Александру Петревели, в рождении известную как Александра Снегаров. A member of the board of directors of the Aleut Foundation, входившую в состав правления Алеутской корпорации, past president and founding member of the Aleut Foundation, бывший председатель и одна из основателей Алеутского фонда. expressing the effects, she says, and I quote, Говоря о достижениях, она сказала следующее. Далее идет прямая цитата. Saint Innocent gave so much to my Aleut people. His gift of religion has stayed with us all these years. The foundation of faith has been intertwined with our cultural traditions and helped the Aleut people face many challenges over the past 2 centuries. On this foundation, we have worked together to retain our traditional culture through the teachings and works of Saint Innocent. Святой Иннокентий дал нашему алеутскому народу очень многое. Его дар религиозный остался с нами на протяжении многих годов. Зарождение веры пересекалось с нашими культурными традициями и помогло алеутскому народу преодолеть многие испытания за последние 200 лет. На этом основании мы работали вместе, чтобы сохранить традиционную культуру через учение и работы святого Иннокентия. End quote. Конец цитаты. So, the result is a sustainable development on the human level, as we may observe this here.
Итак, результатом является устойчивое развитие на человеческом уровне, как мы можем видеть из выше представленных примеров. Next, let's turn our attention to the Tlingit people of Alaska. Теперь давайте обратимся к тлингитскому народу Аляски. Richard Ivan Dauenhauer and Nora Anna Dauenhauer, Tlingits, husband and wife, Juneau, Alaska. И их ярчайшие представители это Ричард Дайенхауэр и Нора Дайенхауэр, тлингиты по национальности, являются они супругами и проживают они в Джуно, Аляска. Linguists, experts in the Tlingit language, cultural anthropologists, short story writers and poets. Они являются лингвистами, экспертами по тлингитскому языку, культурологами, антропологами, авторами рассказов и поэзии. Each was the poet laureate for the state of Alaska. Каждый из них был назначен на почетную должность, поэт-лауреат, так сказать, штата Аляска. Nora Anna was the first Native Alaskan to hold the position and so far the only one. Нора стала первым представителем коренных народов Аляски, получившим данный статус, и единственным на сегодняшний день. Co-authors of a series of books about Tlingit oratory, social structure, and oral histories, published by the University of Washington Press. Совместно они написали серию книг о риторике, социальной структуре и устных рассказах тлингитов, опубликованных издательством Университета штата Вашингтон. Winners of the American Book Award for the book they co-authored from Tlingit oral traditions, published by the University of Washington Press. Они получили американскую литературную премию за совместную книгу об устных традициях тлингитов, опубликованную издательством Университета штата Вашингтон. Both held doctoral degrees and both were on the faculty of the University of Alaska Southeast, Juneau. Они оба имели степень доктора наук и оба входили в штат преподавателей Университета Аляски, города Джуно. Active members and leaders in the Russian Orthodox Church of St. Nicholas, Juneau, Alaska. Они также были активными членами и руководителями прихода Русской православной церкви Святого Николая в городе Джуно. Their chapter in the book is titled Ioan Veniaminov as Linguist and Folklorist, Tlingit Language and Folklore. Они написали главу в вышеупомянутой нами книге, которая называется «Иоанн Вениаминов, как лингвист и фольклорист. Тлингитский язык и фольклор». Veniaminov's first name was Ioan at the time of his work in the Tlingit language before he became a monk and bishop, taking the name Inokenti. Имя при рождении у Вениаминова было Иоанна, да, и оно было таковым на момент работы над писаниями на тлингитском языке, перед тем, как он стал священнослужителем и взял имя Иннокентий. Richard, Ivan, and Nora, Anna, Dauenhauer say, and I quote, Далее мы приводим цитату Ричарда и Норы Дайенхауэр. Veniaminov remains important in Tlingit history as the first person to attempt a systematic description of the Tlingit language. His descriptions are published in his Notes, 1840, based on only 4 years of residence in Sitka. It is amazing that he accomplished so much in such a very short time. Вениаминов остается важной фигурой в истории тлингитского народа, как первый человек, который предпринял попытку систематического описания тлингитского языка. Его описания опубликованы в его записках от 1840 года. Основаны они лишь на 4-летнем опыте проживания в Ситке. Поразительно, что он успел столь многое за столь короткий период. His folklore remains valuable. His were the first versions of Tlingit oral literature to be published in any language. Veniaminov provides a reliable source about the content and the context of Tlingit oral literature in the 1830s.
1830s, which can help us to understand the dynamics of change in the use of the popular language since then. Именно он представил первые версии тлингитского народного творчества, именно им представлены первые версии тлингитского народного устного творчества и были опубликованы на иностранном языке. Вениаминов представил достоверный ресурс, посвященный содержанию и контексту тлингитского народного творчества, народного устного творчества в 1830-е годы. Именно этот вклад помогает нам понять динамику развития и изменения в использовании популярного языка с тех пор. His Tlingit grammar is interesting, but it is more of an antiquarian than a practical value, because one must already know Tlingit to be able to decipher and use it. But on the other hand, except for the linguist Franz Boas, no one else did much better for over 100 years. Veniaminov was the first person to attempt a systematic description of the Tlingit language. Представленная им грамматика тлингитского языка представляет собой особый интерес, но скорее больше как антикварный труд, нежели имеющий практическую ценность, поскольку предполагается, что читающий этот труд по грамматике человек должен уже знать тлингитский язык, чтобы понимать содержание данной грамматики и использовать его. Но с другой стороны, за исключением вклада, который внес лингвист Франц Боас, никто до Вениаминова не смог внести больше вклад за 100-летний период. Вениаминов был первым человеком, который предпринял попытку систематического описания тлингитского языка. End quote. Конец цитаты. Gratitude for Saint Innocenti's work is expressed by another Tlingit of high status, Andrei Ebona. Еще один выдающийся ученый, Андрей Эбона, выражает не меньшую благодарность за вклад, который внес святой Иннокентий в историю тлингитского языка. Member of several National American Indian Boards. Далее представлены регалии Андрея Эбона. Он входит в состав нескольких национальных советов американских индейцев. He has served as a staff member to 4 Alaska governors. Он работал в администрации 4 губернаторов Аляски. He is an executive director for the Tlingit-Haida tribes of Alaska. Он является исполнительным директором племен тлингитов Хайда-Аляски. Executive director of the National Congress of American Indians. Исполнительным директором Национального конгресса американских индейцев. Executive Director of the United Indian Planners Association. Исполнительным директором Объединенной ассоциации планирования американских индейцев. He is also the leader of the Yaquiyai Dancers of Juneau, a group which travels internationally to perform. Он также является руководителем танцевального коллектива Явтеи в городе Джуно, который регулярно выезжает за рубеж с концертами. He is president of the parish council and a tonsured reader, Salomchik, of the Russian Orthodox Church of St. Nicholas, Juneau. И он также является председателем приходского совета и постриженным псаломщиком Русской православной церкви Святого Николая в городе Джуно. In the same book, Andrew Ebona says, and I quote, В вышеупомянутой нами книге Эндрю Эбона пишет, и мы цитируем: "We endured 200 years of discovery, disease, enlightenment, oppression, conflicts, forced education, visible joy, contentment, and survival. We are still here." Мы пережили 200 лет открытий, болезней, просвещения, опрессий, конфликтов, насильственного образования, пренебрежения и моменты радости и счастья, а также выживания. И мы все еще остаемся здесь. We have evolved and have taken on the good things
and the bad things that so-called civilization has to offer. Мы получили толчок развития, и мы испытали на себе и горести, и радости так называемого цивилизованного сообщества, в которое мы были вовлечены. We have hung on to and we maintain, the best we know how, the remnants of our culture, language, and dance, handed down from our ancestors. We strive to adhere to the complex social relationship system among the various clans and acknowledge our father's people accordingly. Мы придерживаемся и сохраняем самое лучшее, что предоставлено нам, те осколки нашей культуры, языка и танца, которые были переданы нам, нашими предками. Мы стремимся восполнить и сохранить эту комплексную социальную связь с системой, частью которой мы являемся среди множества кланов и культурных представителей нашего сообщества. И мы отдаем нашу дань и уважение нашим предкам, соответственно. We still hunt, fish, gather the foods that have sustained us over the centuries, yielding to laws and regulations established without our advice. Мы все еще занимаемся промыслом, рыболовством, собираем еду, все эти традиции, которые остаются с нами на протяжении многих веков. Мы также живем в соответствии с законами и правилами, которые были установлены до нас, без нашего, скажем так, участия. We successfully, and sometimes not, maneuver in the political systems and institutions. По большому счету мы успешно, хотя иногда и не очень, маневрируем в политической системе и учреждениях. We have established our own native institutions to help us in our endeavors to navigate through the 21st century. By these means, we are seeing our sons and daughters becoming doctors, lawyers, educators, clergy, administrators, and elected officials. Мы установили свои собственные учреждения, национальные учреждения, чтобы они помогали нам в осуществлении наших целей и пожеланий на протяжении 21 века, в новом столетии. С помощью этих учреждений мы наблюдаем за тем, как наши сыновья и наши дочери становятся врачами, юристами, специалистами в образовательной деятельности, в церковной деятельности, администраторами и избранными деятелями общественности. We celebrate, sing for joy, pray, dance, and give thanks for our world as we know it. Мы отдаем дань и уважение за тот мир, который представлен нам, то, каким он является, путем празднований, воспевания, радости, молебн и танцев, которые нам доступны через нашу культуру. Our world, as we know it, consists of 120,000 Alaska natives, of which 26,000 are Tlingit. В мировом сообществе представлено 120 тысяч коренных жителей Аляски, из которых 26 тысяч тлингиты. We are still here, 10,000 years later. We are still evolving. We have a rich culture. We have a rich history. Мы сохранили себя как народность 10 тысяч лет спустя. Мы все еще развиваемся. У нас богатая культура и богатая история. We thank you for sharing Saint Innocent with us. Спасибо, что поделились достоянием святого Иннокентия с нами. Thank you very much. Спасибо большое. End quote. Конец цитаты. Sustainable development indeed. Безусловно, речь здесь идет об устойчивом развитии. The picture is far from perfect,
Native Alaskan languages are considered to be endangered today, as these people must struggle to adapt to constantly changing sociological and economic factors, as well as legal and political factors, all in the English language. Безусловно, картина далека от идеала. Национальные аляскинские языки считаются на грани вымирания на сегодняшний день, поскольку коренные народы Аляски должны бороться за выживание, за адаптацию в постоянно изменяющемся социологическом и экономическом мире со своими социологическими и экономическими факторами, наряду с легальными и политическими факторами, все сосуществующие в контексте английского языка. Nevertheless, as Andrew Obona says, we are still here 10,000 years later. We are still evolving, we have a rich culture, we have a rich history. Тем не менее, и вновь мы здесь процитируем Эндрю Бону, как он говорит, мы все еще сохранились себя как народ 10 тысяч лет спустя, мы все еще развиваемся, у нас богатая культура и у нас богатая история. He expressed these words in Moscow at the 210th anniversary of the birth of Saint Innocenti. Он произнес эти слова в Москве в честь 210-летнего юбилея со дня рождения святого Иннокентия. Andrew Obona stood and addressed Patriarch Alexei II during a banquet after the Divine Liturgy in Moscow's Christ the Savior Cathedral. Эндрю Бона стоя произнес эти слова, адресованные Алексею II, патриарху Алексею II, на банкете после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. The banquet was organized by the Sakha Republic Yakutia as part of the Days of Yakutia in Moscow. The Divine Liturgy was celebrated in Moscow's Christ the Savior Cathedral with clergy and a choir from Yakutia in the Yakut language. Примечательно то, что банкет был организован представителями Республики Саха-Якутия как часть празднования Дней Якутии в Москве. Божественная литургия была проведена в Московском храме Христа Спасителя с участием представителей якутской епархии и хором из Якутии, и выступали они на якутском языке. Andrew Obona came to Moscow from Alaska to speak about and to honor Saint Innocenti. Эндрю Бона тогда приехал из Аляски в Москву, чтобы выступить и отдать дань уважения святому Иннокентию. In this paper, I endeavored to show how the Russian Orthodox mission in Alaska and the preservation of native Alaskan languages relates to the theme of this conference, indigenous languages as a factor in the sustainable development of the Arctic. В своем докладе я попытался показать, как русская православная миссия в Аляске и сохранение коренных языков Аляски поспособствовала и связана с темой конференции «Языки коренных народов» как фактор устойчивого развития Арктики. There are many examples, among which, I believe, these examples are superb, as quoted from the book published by the National Library of the Sakha Republic Yakutia. Существует множество примеров, среди которых, я уверен, есть примеры великолепные, наряду с теми, которые я процитировал, и которые представлены в этой же книге, опубликованной Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия. It is a book that honors Saint Innocenti Veniaminov and his work among the peoples of Alaska and Yakutia. Эта книга посвящена святому Иннокентию Вениаминову, и она дает ему дань уважения и его работе, проделанной для народов Аляски и Якутии. This wonderful book is co-edited by the director of the National Library, Sarglana Vasilievna Maximova, and printed by the publishing house of the Northeastern Federal University, Yakutsk.
Эта замечательная книга была написана в соавторстве с директором Национальной библиотеки Саргаланой Васильевной Максимовой и была опубликована издательством Северо-Восточного федерального университета в городе Якутске. Thank you for your attention. Спасибо за внимание.